Друзья, в Тынде на Роснефть заехали. Она такая здесь маленькая. Совсем коротенькая она тут. Пришлось вот так вот встать. Кое-как шланг хватило. Ну, колонка еще доисторическая. Короче, у нас непредвиденная остановка на трассе. Ночь уже. У Вадима АБС показывает, что перестал на прицепе работать. И прицеп вообще пропал. Данные даже по весам не показывает, по осям. Сейчас смотреть будем, что случилось. Какой из них? Левый или правый? А? Какой из них? Левый или правый? Вот этот за АБС, да, отвечает? Да. Его и меняли, да? Меняли вот этот. А, правый. А, ну да, вот он блестит новый. Ну, вроде он и не выпал ниоткуда. Там тоже, да, торчит? Выпал кого? Вот же, вот. Все. А, эти, наверное, не закрепили вот эту собачку эту, вот эту. Когда снимали вот этот. Все. Но поставил нормально? Ну, слава богу, блин. Бывает. Короче, в Улан-Удэ же заезжал, у него справа вот эта перекидка там лопнула, она, видать, на холоде, и проводки треснули. У него коротеж был, и стопори, короче, предохранители плавились, перегорали. У него, когда стоп нажимал, они у него не загорались. Искали тогда причину. Хрен знает, кто там на дороге-то. Вот. Ну и вот он заехал на сервис, ему там перекинули, перекидку новую поставили. И, видать, соседнюю трогали. И не закрепили ее на этом. Там такой металлический зажим, который ее зажимает. И все. И она сейчас, получается, от вибрации вылетела. И все, у него все АБС, все эти данные по весам, по осям прицепе пропало. Ну, слава богу. Слава богу. Так, у нас мороз 37 градусов. Прилично. Доброе морозное утро. Вон елочка. Вадим тоже встал, проснулся. Ну все, колеса сходил, проверил, все нормально. За бортом 34. Что могу сказать? Все-таки в Мерседесе похолоднее. Вот Вадим в футболке сидит, а я в кофте. В Мерседесе 4-киловаттная автономка. Все равно что-то прохладненько было. Мерседес в этом плане все-таки похолоднее. Так, давай. Поехали потихонечку. Спать-то можно, вот, но за счет того, что кабина больше или что, я вот не знаю. Прохладно. Блять, мало ебальник открыл, сука, гидромуфтор прорабатывает. Двигаемся. Мы в Нерюнгри.
Сейчас пару километров медленно проедемся, чтобы все разогреть. Масло на всех мостах. Так, машинка едет. Подождем. Все, пропал. Все пропало, нормально стало? Да, закрытие коробку найти какую-то. Короче, сейчас едем. Вадим, сейчас у тебя сколько температура показывает? 3. 43. Сейчас, говорит, чек загорелся двигателя. Я такой, ё-моё. Вот, и этот. Потом, говорит, сейчас пропало опять у него. Что-то непонятно. Соскание у него. 43 градуса. В принципе, здесь, когда я смотрел, полтинник был в Якутии. 50-52. Сейчас потеплело немножко. И то радует. Сейчас опять. Мы вчера парочку перевалов проехали нормально. Ну, буксовал. Никакого нету политика. Чего-чего, повтори. Никакого нету никакого. Так, нету картона. Ты передок хочешь закрыть? Да. Не, Вадик, нету картона, нету. Давай к кафешке какой-нибудь остановимся, позавтракаем заодно и там спросим картонку. Так вот, вчера перевалы прошли. В этом плане Scania как-то получше подъемы проходит, что ли. В тех местах, где я буксовал, он нормально проходил. Вот. С пробуксовкой, но подымался я. То есть нигде не завис, слава богу. Но сейчас тут еще предстоят несколько перевалов серьезных. И, блин, дай бог, чтобы все нормально прошли мы. Вот уже буксую. Вот, пожалуйста, пошла. Так, ладно, я отключаюсь, ребят. Надо... Не, нормально прошли. Пошло. Ты буксовал сейчас? А, Вадим, давай, я... Так, Вадим, похоже, подвис. Блин. Вадим, похоже, застрял. Ёбана мать. Чё, Вадим? Все, остановился? Сейчас я встану где-нибудь. Идешь или нет? Ну все, хорошо. Вот так вот надо расстояние держать. Потому что вот сейчас чуть меня не подсадил Вадим. Благо встречки не было. У меня в прошлый раз так было. На горе встали машины. Я разогнался, иду.
И получается встречка. Вроде спрашивал по рации. Блин, ну кто-то без рации ехал. Ну я просил, что ли, ребят, попридержите, я тут лечу на гору. И он спускался, один чувак, а он без рации и не слышал. И я, соответственно, начал притормаживать, и все, я тоже встал. Вот. Пришлось заново опять катиться назад. И вот таким макаром я, по-моему, на 4-й раз я все-таки победил один подъем. Но один, другой я все-таки не смог. Меня КамАЗик, вездеход поднял. Сейчас надо где-то встать, подождать. Че, Вадим поднялся, а тут встать негде. Поднимаю потихоньку, бля. Так, ладно. Обстановка усложняется. Ох, ни хрена там спуск какой. Я его внизу там вижу спуск. Тещин язык. Не знаю, камера, наверное, все-таки не передает вот эту красоту. Какой отсюда вид. Мы сейчас с горы спускаемся вниз. Очень красиво. До Якутска осталось 740 километров. Асфальт опять закончился после Нерингри. И снова якутский асфальт, я его называю. Америка летит. Сейчас уступим ему дорожку. Ух. Лишь бы не пустым возвращаться с Якутска. Тут, конечно, будет попадалово. Еще один тещин язык. Еще один летит. Уступим дорожку Америки. Но они хорошо, они двухосные, двухногие. Им попроще все равно, чем одноногим. Вот когда в феврале ездил, активное строительство шло дороги, даже зимой. Вот. Надеюсь, за лето проложили. Ой, собачка, ты что так лежишь? Настя, прям на обочине. Бедненькая. Солнышко. Активно делали дорогу, надеюсь, что за лето хотя бы километров 10 асфальта нового положили, было бы здорово, побольше.
подъем коварный. На 5-й иду. Сейчас вот там был резкий подъем. Шлифанул. Вроде поднимаемся нормально. Вадимка что-то отстал. Вадим, что ты как поднимаешься? Прибуксовал маленько. Ну, я тоже. Где здесь? Левее, правее, посередине идти? Не знаю. Пробуем правее. Надо было брать левее. Вон там, оттуда поднимались. Надо на скамейке оставаться, да? Ты, наверное, надо молодец это. Спуститься, блядь, попробовать. И это. Механику включите, на механике подниматься, потому что на автомате, блядь, она, сука, съебаться просто. Что там, Вадим встал, что ли? Ты что, встал, Вадим? Вадим, если что, я останавливаться не буду. Хорошо. А то я сейчас скорость потеряю нахер. Так, вот вроде все. Все, вот тут подъемчик нормально, я встал. Так, Вадимка у нас забуксовал. Сейчас будем ждать его. Я посмотрел, на высоте 1350 метров. Где он там? Отсюда не видно, наверное. Едет, поднимается. Левее, левее бери. Левее. Давай, вот здесь вот, да, сейчас можно застрять. Ага, завис. Вижу. Все, встал. Пойдем спросим. Ты, наверное, просто панель спуститься и налагаться охуительно. Сейчас не расслышал. Опа! Что говоришь? Надо было пониже опуститься, разогнаться. Да, да. Нормально? Ты слышал, я Америке говорю, ты поаккуратнее, говорю, там у меня коллега застрял, говорит, это ваше любимое место. Да. Ну чё, погнали дальше. Красота. Не знаю, камера передает это или нет, если смотреть на большом телевизоре. Но это очень красиво. Поверьте мне. Самый крупный регион в составе России и, по-моему, самая крупная административная единица в мире. Нигде больше нет такой крупной административной единицы в составе государства, я так понимаю. Так, подъемчик. Подъемчик такой хороший. Так. Это, ну,
по площади я сейчас не помню, но это очень крупный, очень крупный регион в мире. И, соответственно, до Северного Ледовитого океана нормально поднимаемся, не буду отключать. Причем, если вот в районе Нерюнгри еще более-менее, то есть природа, да, там леса, то чем севернее, тем она больше превращается, то есть тундра, то есть вернее лесотундра, потом идет уже тундра, то есть, грубо говоря, голая степь и ветра там дикие. Так что вот. Не вижу, где. Есть тормозной. Там есть слышно. Ага, вижу. Лопнул тормозной диск. Как так? Как так? А? Короче, у нас проблема достаточно серьезная. Сидим, думаем с Вадимом. Потому что если диск, он в двух местах же лопнул, там 2 трещины я увидел. 2 трещины ты там, посмотри внимательно. Там 2 я увидел трещины. Если плюнуть и поехать, то он может клинануть колесо, и он с дороги просто вправо уйдет. Сейчас позвонили в Scania центр, тут есть в Алдане. У них в наличии нету тормозных этих дисков. Он посоветовал, получается, нам шланги. Как получается, на КамАЗе у меня шланг лопнул. Я туда монетку вставлял и закручивал, чтобы воздух не подавать на суппорт. Правильно же, суппорт? И вот сейчас он нам то же самое сказал, но он нам посоветовал сразу слева и справа. Но дело в том, что когда у меня на КамАЗе такое случилось, это было осенью, и я монетку шиномонтаж, там был точильный камень, мне подточили, чтобы она влезла в этот, то, что закручиваешь, чтобы воздух не поступал. А здесь там 2 шланга, какой из них левый или правый, и сейчас на улице, сколько сейчас, 30-ка? Или сколько? 27. И надо слева и справа сделать. Сейчас позвонили куратору. Ждем, что скажет, да? Ладно, ждем. В общем, в Делко куратор есть, который отвечает за ремонты автомобилей. И он сказал, что я на себя ответственность брать не буду по поводу поломки машины. И он ехать запрещает. Вот. Дали ему телефон в Алдане здесь. ДВ Скан, Дальний Восток Скан. Scania центр, получается. Он сейчас туда будет звонить, договариваться по поводу того, что машину туда загнать. Потом, значит, запчасть передадут. Сюда наша Делковская будет идти, сюда заедет, передаст. Вот, и поставят. Либо, скорее всего, даже и заглушку не разрешат, да, поставить. Чтобы передок не тормозил. Скорее всего, тоже не дадут добро. Поэтому... А на разгрузку нас завтра уже ждут, а уже темнеет.
А еще 500 километров. Я даже сейчас и то тоже не успею приехать. Буду ночью ехать. Но самое главное, у нас Вадим не на трассе. Кафешка есть, магазины есть. На той стороне гостиница есть, душевая, туалеты, магазины, все есть. Как бы цивилизация есть, не на трассе. Потому что если бы на трассе, то естественно бы, если бы меня ЦУП даже гнал бы, то естественно я бы не уехал. Потому что пока вопрос бы не решился. Потому что это опасно в мороз оставлять человека. А сейчас ночью, сейчас температура упадет махом. Как только солнце заходит. Якутию я знаю. Ну все тогда, что, Вадим? Ну, давай. Поеду я тогда. Ну вот, ребят. Теперь я еду один. За бортом температура все ниже и ниже, уже 37. Сейчас через полчаса еще ниже опустится. Ну ладно, я хоть ехали у Вадима, спрашивал реальную температуру, потому что на Мерседесе ниже 40 не показывает. Все, только минус 40. Едешь, потом гадаешь. Поэтому, ребята, ездить нам, хочу пожелать, ездить без аварийно, без поломок, чтобы вот так вот на трассе не вставать. Машина всегда радовала. Вот. Запчастей нету ни в Якутске, ни в Алдане. Вот. Поэтому, если куратор, как сказал он, что не дает добро на эксплуатацию автомобиля, на эксплуатацию автомобиля с такой поломкой, то скорее всего ему скажут в Алдане сейчас загнать на ДВ-скан и там ждать запчасть, пока привезут либо с Хабаровска, кто будет идти на Якутию, либо кто идти в Якутию с запада страны, где-нибудь там в Улан-Удэ, либо в Иркутске, где будет запчасть, тормозной диск на шестерку Сканию. И кто на Якутию идет, тот возьмет и привезет сюда. Это сколько дней, интересно, он зависнет. Надеюсь, что ненадолго. Пускай решают кураторы. Ну а мы едем дальше. До Якутска осталось 500 километров. Поломка это, конечно, нас остановила. Лишний часик бы в светлое время суток проехать было бы хорошо. Ну ладно. Простояли мы долго, там часа два, наверное, пока все решалось. И самое главное, что в прошлый раз, когда я ездил в феврале, я в Тынде на Роснефти заправлялся все-таки Арктикой. И это я помню прекрасно, потому что я спрашивал. Сейчас же она мне назвала, что евро какое-то. До 38. Но ночью-то опускается и до ниже 40. И тут как бы и я бы не замерз на трассе. Это еще хуже будет. Машину отогревать тогда надо будет. Там, делов. Еще хуже. А если она, машина заглушенная, часик-два постоит в 50 градусов, ну там уже хрен заведешь, уже паяльной лампой отогревать. Вот. А я что-то подумал в этот раз. Вадим тоже едет. Да не надо этот антигель. В прошлый раз я все равно лил антигель. Ну, надеюсь, проскочим. Что все нормально будет. Ничего у меня не замерзнет, дай бог. Тьфу-тьфу-тьфу.
Ребят, короче, подъезжаем. Причем навигатор ведет раньше поворачивать на переправу. Но там легковушки, скорее всего, ездят. На фурах туда лучше не суваться. Переправа Нижний Бестях. Здесь поворачивают фуры. Вот въезжаем в Нижний Бестях. Здесь я был крайний раз в феврале месяце. Фоточки, видео. Впереди камера на 40. На 40. Через 1,5 километра. Поверните налево. Вот. Сейчас будет переправа. Наконец-то эта поездка у меня заканчивается. В общем, в одну сторону у меня вышло 9299 и 8. Ну, 9300 с копейками будет. За бортом у нас минус 34, чему я очень рад. Потеплело здесь. Площадь Победы, пожалуйста. Танк стоит. Надо бы, конечно, в магазин бы зайти. Но там сейчас звонили с разгрузки, ждут уже. Надо ехать. Потом зайду в магазин. Это у нас город Нижний Бестях. Через 500 метров. Поверните налево. Вон КамАЗик выезжает. Там мы повернем. О, какие тигры. Полосатые. Аэрокарго. Церковь. Так, по-моему, здесь поворачивала в прошлый раз. Что нам навигатор говорит? Поверните налево. Да, здесь. Что он так пробка, светофор объехал? Любопытно. Торговый центр Нижний Бестях. Памятник кому-то. Прямо 2 километра. А вот и Лена. А вот и Лена. Здесь она в районе Якутска широкая. Не знаю, видно ли тот берег. Тут, по-моему, километра 3, наверное, до другой стороны. Может и больше. Скорска. Впереди платная дорога. Платная дорога. В прошлый раз я ехал, не платил. Что-то тут я встал
И понять не могу. Кто-то прямо едет, кто-то направо едет. Поедем-ка мы направо, потому что что-то съезд вообще жесткий. Нижний Пестях, железные дороги Якутии. Как с чистого листа. Маршрут перестроен. Прямо. Тут, видать, срезают они, что ли? Да, вот сюда. Там что-то какая-то дорога. Туда лучше не суваться. Ух ты, блядь, лед. Так, ну все, мы выехали на речку. Хо-хо-хо. Причем вот видно, не видно, техника работает, люди работают. То есть они запасные делают дорогу заранее, если вдруг что-то случится с основной. Потому что я вот, блин, в некоторых местах вижу, парит, ну вода, воду, видать, выдавливает или что, вот непонятно. И они запасную заранее делают, чтобы, если что, можно было пустить движение сразу по запасной. Где-то воду выдавливают, где-то трещина, может быть, большая будет. И тут постоянно, я так понимаю, машина ездит, мониторит дорогу. Переправу, я имею в виду. Потому что вот запасная есть, рядом идет. Интересно, сколько под нами глубины? Я думаю, здесь она глубокая. Я когда в Удачном жил, а это еще от Якутска на север, западной Якутии, 1700 километров навигатор показывает от Якутска еще. Это район крайнего севера. Вот. Там у нас речка Долдын. И вот когда я помню, маленький был, мы в лес ходили, и я льдины видел. То есть речка расширяется, а там получается такой вот, ну как, я не знаю, сопки, и вода поднимается выше в половодье, когда идет. И лед остается наверху, а речка потом опускается. И вот эти льдины, я помню, в лесу лежали, и мы к ним подходили, но они реально толщиной где-то 2 метра. Промерзает практически до дна там, удачно. Но здесь я тоже думаю, где-то толщина примерно такая же. 2 метра толщиной лед. Ну вот я и в Якутске. Добрались. Это у нас окраина Якутска. Повезло. Тут тепло. 33 градуса всего лишь. В прошлый раз было холоднее, когда я приехал. Приезжал в феврале. Тут в прошлый раз груза нету отсюда. Грузит металлолом. Вот, где-то я грузился и даже помню расценки, кому интересно будет. 4000 за тонну, то есть 20-ка 80 тысяч всего лишь. Ну, компании рады этому, потому что, ну, не за бесплатно едет.
машина обратно. Хотя бы соляру окупает. Ценник, кстати. Соляра 67,20, 92, 56,50. Что-то 95 и 55, по-моему, было. $67 тысяч. Ну, у нас разрешенные заправки там на той стороне. Когда буду выезжать, там заправлюсь. Там Роснефть есть и Газпром Опти. Вот это сеть заправок. Едем. Осталось 5 километров. По-моему, здесь я ездил. Якутск я плохо знаю, я здесь-то бывал несколько раз. Блин. Ямка. Опа. Дороги не очень в Якутске. Не знаю, как в центре, но по окраине здесь не очень. Чаплин клуб. Какой Чаплин? Чё себе? Кафе Караван. Надо в магазин еще будет зайти. Вот у меня запасы закончились, надо что-нибудь прикупить к чаю. Сейчас доеду, начнут разгружать. Позвоню логисту с Хабаровска. Вчера она звонила. Говорит, как приедешь, звони. Сказала, возможно, пустой поедешь до Сковородино. На трассу выскочишь, Чита-Хабаровск. Потому что тут делковские компании все, похоже, выгребли отсюда. И груза нету. Ну и хорошо сейчас, потому что в мороз бок открывать, это я в прошлый раз на 13-метровом замучился. Но там Шмидц. Там почему-то легче открывается боковина. Здесь на кроне, на 16-метровой. В теплую-то погоду она ни хрена не двигается, это шторка. А сейчас тут в мороз я вспотею. Так. Вот. Дома, облицовка, керамогранит. Через 600 метров на светофоре поверните направо. Направо, да? Так, подожди. Не на этом же направо, да? Грузовым запрещено. На следующем. Так, а как тут проехать-то? Что за улица? Улица Лермонтова. Не знаю, можно ли там ездить. Если что, звонить будем, остановимся. Стандартные 9-этажки, панельки. Советские еще. Пятиэтажки. Но причем здесь дома, как и в удачном, они стоят на сваях. Вот. И визуально кажется, что они выше. Как будто шестиэтажные, но это пятиэтажка, по-моему, да? Раз, два, три, четыре, пять, да. Пятиэтажка. Все дома на сваях в Якутии, потому что вечная мерзлота. Если дом будет стоять не на сваях, он будет подтаивать от теплоты и провалится. Поэтому тут... Так, подожди, а направо-то запрещено. Давай-ка мы сейчас остановимся и будем звонить. И будем спрашивать,
Так, ну позвонил. Сказали, езжай. По идее, то есть тут не по весам, а просто грузовым запрещено. Если по правилам, то можно ехать, если у тебя там загрузка, разгрузка разрешено. Поэтому поедем, если вдруг гаишники нас остановят. Покажем документы. О, тонар. КамАЗик. Крузаки. Очень много крузаков. Прям очень много. Ну, в принципе, и понятно, машина надежная, проходимая. Поэтому... Что у нас там? Мост? Мост проходит. Прям 3 километра. Так, а вот там какой-то мост я вижу. По идее должны пройти по высоте. Я так визуально смотрю. Проходим. А вот это вот что-то висит, надо ее объехать. Какая-то фитифлюшка. Ну, в принципе, как все и везде. Торговые центры. Спортмастер, Эльдорадо. А, вон якутские гаражи-то. Машины сверху, как его, утепляют. Вон, видите, смотрите. Мобильный гараж. Машины сверху накрывают ее, и все. И она может сутки стоять. Высота 5,5 метров. Ну, у кого гаражей нету или лень идти, вот такую штуку накрывают машины, и тепло, она заведется. Ну, у кого нету этих, как его, подогревателя двигателя. Вебастели, там разные фирмы. Вот она. Вот видите? Сейчас покажу. Вот она, накрыта машина. Впереди камера контроля перекрестка. Еще. Население в Якутске в районе 300 тысяч. Ну, плюс-минус, кто приезжает. 500 000, можно так сказать. Я сам-то здесь уже 100 лет не был. Люди, конечно, закутаны, ну, тепло видно, одеты в торбозах, кто ходит. Кстати, в Якутии 14 регион, если кто не знает. В Бурятии 0,3. Японский ресторан Манури. Километра осталось до точки. Ой, блин. Провода висят все в этом, в снегу. Классно. Так, нам прямо.
Богема. Вот это Якутск. Есть еще старый жилой фонд. Эти, как их, деревянные дома. Но там уже, по-моему, никто не живет. А он, кстати, строится дом. Или что это, да? Похоже на дом. Этажки. Старенькие. Вот еще с советских времен остатки. Но постепенно их снесут. Будут строить. Ну, какие современные. Не успеем. Вилюйский переулок 16/2 у нас адрес разгрузки. А я, короче, жил, вот если ехать по дороге на запад, Вилюйск, Нюрба, Мирный. Нет, по-моему, через Лену в Ленск проезжаешь. Потом на Мирный. Здесь где-то Айхала. Вот Удачный. Вот Удачный город. — 1700 километров еще до Удачного отсюда, с Якутска. Впереди камера контроля перекрестка. Герои войны, вон, кстати, фотка. Фотки. Они сражались за родину. Успеваем? Успеваем. Сахамедстрах. Стоматология. О, какой красивый домик-то. Современный. Симпатичный. Это жилой или офисы? Непонятно. Интересный проект. Такого я не видел. Тоже высокие. Сколько этажей-то?
7 километров от точки. Торговый центр Айсберг. А вот, по-моему, этот рынок-то крестьянский. Я в ТикТоке видел открытый рынок. Там мясо, рыбу продают. В ТикТоке девчонка одна местная показывала. Да-да-да, по-моему, вот это. Или не он. Или он, или не он. Ну все, ребят, приехали. Тут сейчас узковато. Возьму левее. Можно было заехать, а то мне 16-метровым не везде могу заехать. Сейчас чуть отъедем. Узковато, спасибо, мужики. Идем, проходит. Ну все, ребят. Холодно здесь, руки замерзли. Пока открывал ворота, там снега столько. Замерзло. Рейс закончился. Давайте подведем итоги. Значит, вот чтобы голословным не быть. Это я каждый раз в Питере, ну в смысле на загрузке, загрузился, сбрасываю счетчик. Значит, у нас получается пройдено 9325 километров со средней скоростью 55 километров в час. Расход 30,6 литров на сотню. Ну, думал, будет где-то 30, чуть больше вышло. Вот, а кстати, с момента старта я вот где не глушил, по-моему, это мы перед Невером. Вот у меня 39 расход. То есть, когда повернули на Якутию, этот участок я прошел с расходом 39, видите? Вот. 36 расход. В принципе, нормальный. Ну все, это самый длинный рейс у меня вышел. Я смотрел с Питера, значит, до Владика 9900, а здесь 9300. На 600 километров длиннее, если бы до Владика был, ехал с Питера. Вот. Привез чай в Якутию. Но это, я так понимаю, оптовая база. Здесь уже по магазинам развозят. Осталось теперь еще в Магадан съездить. А там, кстати, ехал сюда. Там ребята общались по рации, я слышал. Один рассказывает, говорит, что ездил он туда. Там, говорит, очень много перевалов. Вот. И за рейс он, получается, 7 колес убил. Вот. Потому что там скальник, скорее всего, и поэтому режет резину сильно. 7 колес Магадан.
С Якутска поворот идет на Магадан дорога. Но туда одноногим всуваться, блин, не стоит. Это двухногим нормально, с двумя осями, чтобы ведущие были. Ну, чтоб не костыль был, есть же еще и костыль, который, он просто опускает его, как ленивец. Он просто нагрузку меньше делает на ось. Ну, в смысле, по весам, чтобы пройти. А именно надо ведущие мосты, чтобы были. Ну все. Спасибо за просмотр. Всех обнял. Подписывайтесь, ставьте лайк. Дальше будет только интереснее. Пока-пока.